Здравствуйте, в эфире программа «Акцент», в студии Екатерина Цыганкова. И у нас в гостях Зафар Сейдзада, генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге. Здравствуйте. Добрый день. Екатеринбург посетила большая делегация из Таджикистана во главе с премьер-министром республики. Была встреча и с губернатором нашего региона, где были достигнуты договоренности, что именно наш регион, Свердловская область, будет рассматриваться в качестве потенциала реализации индустриального развития у вас. Как это будет выглядеть? Что конкретно у нас вас заинтересовало? Совершенно верно, Екатерина. Я должен начать с того, что мы второй год принимаем участие на международной промышленной выставке «Инопром», 13 и 14. И в прошлом году у нас был очень интересный национальный павильон, а в этом году более удачный, более привлекательный. Даже по мнению руководства Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, наш павильон занял первое место. В этом году делегацию возглавлял сам премьер-министр. Это впервые постсоветский период. Такого еще не было, без прецедента. В прошлом году, например, приезжала делегация с Агдийской области, северной нашей области, во главе с председателем Раджабоем Ахмадзода. И был министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан господин Шерали Кабир. Они имели переговоры с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвышевым. Очень содержательные, предметные переговоры, результативные. И были подписаны дорожные карты сотрудничества на 2 и 3 года. Это было в прошлом году. В этом году какие-либо соглашения не были подписаны. Но уровень взаимодействия переговорного процесса был более высокий, более солидный. Премьер-министр Республики Таджикистан, уважаемый Кохир Расулзода, прибыл 7 июля, и в тот же день состоялись его очень интересные, продолжительные переговоры с Евгением Владимировичем Куйвышевым. Какие темы обсуждали? Какие сферы сотрудничества, партнерства? В ходе этих переговоров был обсужден весь спектр нашего взаимодействия и сотрудничества. Но в первом плане это торгово-экономическая сфера. Приоритетами в плане налаживания и развития сотрудничества межрегионального между Таджикистаном и Средним Уралом является горно-рудная промышленность, энергетика, сельское хозяйство. Уже находятся на стадии практической реализации или же уже выполнены ряд очень важных проектов. Скажем, группа компаний ProSoft системы поставила очень важное, критически важное оборудование в Таджикистан с тем, чтобы появилась возможность присоединения Республики Таджикистан к объединенной энергетической системе Центральной Азии. Вот этот проект был реализован, и его один из первых этапов в июне текущего года. А для ваших жителей, для местных жителей республики, что это значило? Как это на их жизни сказалось? Это очень важно. Дело в том, что одной из стратегических целей Республики Таджикистан в постсоветский период – это достижение энергетической самодостаточности и безопасности. Дело в том, что у нас в осенне-зимний период наблюдается дефицит электроэнергии, особенно в сельской местности. Мы последовательно идем к решению задачи преодоления этого дефицита и присоединения Таджикистана к объединенной энергосистеме Центральной Азии для нас на данном этапе имеет жизненно важное значение. И оборудование поступило отсюда, со Среднего Урала. Это понятно. Энергетика – это очень Совершенно здорово, верно. хорошо, классно, что это очень положительно сказывается на жизни жителей Таджикистана. Какие еще сферы? Рассматривается, скажем, проект создания экспортного центра, торгово-логистического центра в южной, самой крупной Хатлонской области Республики Таджикистан с целью отбора, хранения и дальнейшей транспортировки на рынке Среднего Урала фруктов и овощей, качественных, колоритных,
Это для чего нужен такой центр? Чтобы сохранялась больше, лучше, да, продукция? Совершенно верно. Дешевле она может стать? Потому что Конечно. прекрасные у вас фрукты и овощи, но у нас они по-прежнему, цена их, конечно, тоже не всем Совершенно верно. Это по может карману. привести и к дешевизне, и к тому, чтобы продукция была качественной. А есть какие-то новые направления? Вот здесь мы с вами уже довольно плотно сотрудничаем с Республикой Таджикистан, наша Средний Урал, да? Какие еще новые направления есть? Может быть, Скажем, наметились? для нас очень важно вот в Сагдийской области модернизация объектов гидротехнической инфраструктуры, насосной станции для орошения сельскохозяйственных угодий. Вся эта инфраструктура была создана в советский период, она устарела. Да. И нуждается в скорейшей модернизации, полноценной, полноформатной. И здесь мы вам тоже можем В помочь этом с оборудованием. плане, совершенно верно. Об этом заявил вот на той же встрече с нашим премьер-министром Евгением Владимировичем Куйбышевым, что Свердловская область может оказать содействие в этом плане, начиная с разработки проектной документации до поставки оборудования, материалов, осуществления строительно-монтажных работ и так далее. Растет вообще товарооборот у нас? Товарооборот в целом между Таджикистаном и Российской Федерацией последние 2 года товарооборот растет очень стремительно. И мы достигли рекордных показателей с точки зрения последних 2 десятилетий. До 2022 года товарооборот, он варьировался вот около $1 миллиарда и чуть больше $1 миллиарда. А в 2022 году этот показатель перешагнул за $1,5 миллиарда американских долларов и составил 1 миллиард и более 600 миллионов американских долларов. В прошлом году объем товарооборота достиг 1 миллиарда 715 миллионов долларов. Это нас очень радует и обнадеживает. Кроме товарооборота, есть еще и люди, которые приезжают к нам из вашей республики, в том числе, чтобы найти здесь работу. Вот с кадровым дефицитом, насколько Таджикистан готов помогать? И люди каких специальностей здесь могут нам помочь? Вот, то есть это строительство. Совершенно верно. Уральский регион является одним из облюбованных регионов для граждан Таджикистана, которые осуществляют временную трудовую деятельность. В Свердловскую область заезжает огромное количество трудовых мигрантов. Ну, эти показатели, они меняются. То увеличиваются, то уменьшаются. Ну, в среднем где-то 50 тысяч трудовых мигрантов въезжают. Да, они, большая часть из них участвует в строительном процессе, работает в строительных компаниях, ну и в других сферах. В том числе, я знаю, и в сельском хозяйстве, и в сфере обслуживания. Таджики очень трудолюбивый народ, они любят Россию, россиян. И вообще в Таджикистане никогда не было антироссийских настроений. Насколько это еще важно для местных жителей иметь возможность здесь работать, да? Насколько это востребованное направление? Это очень важно. Дело в том, что трудовая миграция из Таджикистана в Россию, и в частности Уральский регион, Среднеуральский регион, имеет целый ряд причин объективного свойства. И в том числе это и ценностная миграция. Дело в том, что нашим людям нравится Россия, социально-культурная среда, которая здесь есть. Это российское общество, атмосфера в этой обществе, система духовно-нравственных ценностей. Это тоже привлекает наших людей. Мы все вышли из одной колыбели, канувшего в лету Советского Союза. У нас общая история, общие интересы, общие духовные устремления, все это играет огромную роль. Но сейчас решается вопрос придания процессу трудовой миграции более положительных, позитивных характеристик. В частности, каким образом это можно добиться? Трудовая миграция должна принять более организованный характер, раз. И люди, которые приезжают для осуществления трудовой миграции,
промышленно развитые регионы России должны быть высококвалифицированными работниками различных сфер и промышленности, и социальной сферы, и сельского хозяйства, аграрного сектора. В этом плане нас очень заинтересовало предложение губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвышева, которое он высказал в ходе его встречи с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода 7 июля текущего года. Он предложил реализацию целого ряда проектов совместных, образовательных, между колледжами Свердловской области и соответствующими образовательными учреждениями Республики Таджикистан, с тем, чтобы готовить такие вот квалифицированные кадры. Кого мы будем готовить? То есть каких опять специалистов? Для реального сектора экономики. То есть это для промышленности, для заводов? Совершенно верно. Для реального сектора экономики, что очень важно. Это будет реализовано уже в ближайшее время? Совершенно верно. Вот один из проектов, который начал реализовывать самый старый, в хорошем смысле этого слова, вуз Уральского региона, Уральский государственный горный университет. Это профориентационный проект под названием «Юный геолог» в наших средних общеобразовательных школах. Я думаю, что реализация этого проекта даст хороший результат. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, на студии был Зафар Сетзада, генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге. Я на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире.